Самое дорогое для человека – это его здоровье. В последнее время оно реально становится таковым, когда дело доходит до обращения к врачам. В этот раз поразмышляем о том, насколько доступна медицина в странах Центральной Азии. И сегодня в странах региона еще со времен СССР сохранилась система предоставления бесплатных медицинских услуг. Однако в реальности она чаще всего существует формально. Нуждающиеся в лечении пациенты вынуждены искать помощи в платных медицинских центрах. Но даже наличие денег не всегда гарантирует качественный доступ к медицинским услугам. Подобно Таджикистану, где наряду с государственными клиниками существуют и частные медицинские учреждения, а также иностранные центры, работающие на основе медицинских страховок. Современная система здравоохранения Таджикистана пережила серьезные испытания. Гражданская война, разгоревшаяся в стране в начале 90-х годов, привела к большой текучке кадров. Таджикским медикам пришлось бороться против таких заболеваний, как брюшной тиф и малярия, со вспышками эпидемий которых Таджикистану помогало бороться международное сообщество. Отток квалифицированных специалистов из страны столкнул республику с еще одной проблемой – низким уровнем знаний молодых специалистов. Жительница Душанбе Тахмина Мирзоева рассказала о том, как ей удалось спасти мужа, пытавшегося лечить больную спину у такого специалиста. Направили в одну из столичных больниц, назначили уколы 5-6 видов таблеток. Все выглядело достаточно серьезно. Но то, что эти лекарства имеют побочный эффект и вызывают боли в желудке, нас не предупредили. Сразу же в первый день лечения заболел желудок, но он продолжил пить лекарства и уже на второй день неожиданно свалился с ног. Мы с его братом взяли такси, отвезли в больницу, где его положили в реанимационное отделение. Анализ показал, что после принятия этих лекарств у него пострадали желудок и 12-перстная кишка. Была операция. После реанимации еще 15 дней он пролежал в больнице. Ему стало лучше. Кстати, президент Таджикистана также выступил с критикой в адрес врачей, по его словам, больше занятых интригами и продвижением собственных интересов, нежели развитием качественной медицины. В своем послании к парламенту в конце апреля Рахмон назвал сферу здравоохранения приоритетной социальной политики государства с 8 миллионным населением. Судя по словам Эмомали Рахмона, за последние 15 лет каждый житель Таджикистана в среднем получил до $10 в год от государства на поправку своего здоровья. Эта сумма в ближайшие 7 лет обещает возрасти до $50 в год. В Узбекистане схожая ситуация с доступом к медицине. Бесплатные по законам и оплачиваемые в реальности медицинские услуги практически разделили людей на имущих и неимущих. Эксперты критикуют власть за то, что, монополизировав систему здравоохранения, не позволяет развиваться частным клиникам. После нашумевшего 2 года назад рейда правоохранительных органов многие клиники Ташкента прекратили свое существование. Позже правительство запретило частным клиникам заниматься целым рядом деятельности, в частности хирургией, акушерством, травматологией. Этой весной была закрыта крупнейшая частная клиника МДС, контролируемая лицами, близкими к дочери президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. МДС славилась своими качественными услугами среди готовых раскошелиться пациентов. В течение нескольких дней меня беспокоило боли в области живота. И мы туда поехали, и в течение буквально получаса меня диагностировали острый аппендицит. Но общий счет этой операции где-то был, наверное, $300. Но именно поэтому, в общем-то, никаких, так сказать, нареканий у меня нет. Все было сделано на очень высоком уровне, очень удобно, очень хорошо. Правительство в целях экономии из года в год сокращает число коек в больницах, финансируемых за счет бюджета. Все дело в том, что этот дотационный социальный сектор становится огромным бременем для правительственного кошелька, расширяя возможности для коррупции. Тем не менее, власти боятся предоставлять широкие возможности частному сектору, пытаясь концентрировать потоки денежных средств. Работы врачам в отдаленных регионах Кыргызстана всегда хватает. Попасть сюда непросто, слишком много клиентов. Услуги частных клиник по карману не всем за 10 дней лечения необходимо выплатить не менее $250. Поэтому в Волжской областной больнице, где побывали наши кыргызстанские коллеги,
всегда длинные очереди. По словам врачей, они оказывают медицинскую помощь более 80% населения юга страны. Также в больнице услуги предоставляются как на платной, так и бесплатной основе. Низкая стоимость медицинских услуг является одной из причин, почему люди едут сюда лечиться за сотни километров. Я приехала из Алайского района, это в 100 километрах отсюда. Из-за сильных болей в суставах почти перестала ходить, поэтому приехала на осмотр к врачу ВОЖ. С раннего утра стою в очереди, а сейчас уже обеденное время. У нас в районе нет квалифицированных врачей и современного медоборудования, а для лечения в частной клинике средств нет. В последние годы в Аше стало появляться все больше и больше частных клиник. Как говорится, спрос диктует предложение. Больные вынуждены обращаться в государственные учреждения, несмотря на то, что материальная база может на сегодняшний день не соответствует установленным стандартам. Может быть, там есть какие-то элементы коррупции и так далее. Однако людям больше некуда обращаться. Поэтому вот развитие частной медицины, это будет, наверное, одним из тех путей, которые позволят в какой-то степени разгрузить государственные больницы и в то же время даст выбор для пациентов обращаться в какие-то альтернативные учреждения. Сегодня все прекрасно понимают, что необходимо заинтересовать высококлассных врачей работать в регионах, но одними призывами сделать это невозможно. Агирима Акылбекова специально для «Перекрестка» из Аша. А вот в Туркменистане медицинские услуги платные. Исключение сделано лишь детям до 14 лет, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Причем все медицинские учреждения, за исключением одной больницы и поликлиники в Ашхабаде, государственные. С 1996 года в стране было введено добровольное медицинское страхование. Для работающих людей этот страховой полис стоит 2% от их месячной заработной платы. С апреля сего года цена полиса для безработных повысилась с 1 маната до 15 манатов или до $5. Человек с полисом может получить медицинское обслуживание на 50% дешевле от полной стоимости, а с рецептом, выписанным семейным врачом, может купить некоторые лекарства в государственных аптеках на 90% дешевле от полной стоимости. После Туркменистана, пожалуй, единственной страной с уже действующей системой медицинского страхования можно назвать Казахстан. Здесь уже действует практика предоставления медстраховок работодателями, а оплачивать самим страховку по силу не всем. Министерство здравоохранения Казахстана намерены в будущем обязать каждого гражданина иметь медицинскую страховку. По предварительной информации, всем жителям страны придется ежемесячно отчислять взносы в фонд обязательного медстрахования. Их размер может составить 3-5% от зарплаты. По рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, объем средств, выделяемых на систему здравоохранения, от ВВП должен составлять от 6 до 10%. Сегодня вот за эти 20 с лишним лет нашей независимости мы упали до 2% и сейчас только подошли к 4%. Поэтому сегодня очень много недовольных качеством оказания медицинских услуг. Система обязательного медицинского страхования, как объявлено, заработает с 2015 года. Попытка внедрения обязательного медицинского страхования в Казахстане была еще предпринята в 1996 году. Но фонд обязательного медицинского страхования был ликвидирован после того, как его руководитель скрылся за границей с деньгами фонда. С той поры тема обязательного медицинского страхования в Казахстане несет в себе скандально-криминальный оттенок. Мудрец сказал, без здоровья невозможно и счастье. Будьте счастливы, а значит здоровы. Это была программа «Перекресток».